Гриппом люди обычно называют любое заболевание, которое сопровождается кашлем, насморком, температурой и болью в горле. На самом деле, кроме гриппа, спровоцировать возникновение подобных симптомов могут и другие болезни, относящиеся к острым респираторным вирусным инфекциям. Грипп же у всех на слуху, потому что именно он способен ежегодно вызывать эпидемии и приводить к развитию у больных тяжелых осложнений. К такому повороту событий медицинские работники Сибая подготовились задолго до появления первых вспышек инфекций и провели ряд профилактических процедур, в том числе вакцинацию населения. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкортостане приблизился к эпидемическому порогу. Большинство заболевших – это дети до 17 лет. Как обстоят дела с заболеваемостью в Сибае, мы узнавали у главного эпидемиолога городской поликлиники. Зарегистрировано за январские дни всего 916 случаев. Из 916 треть это у нас взрослые и пожилые люди. И остальные, значит, дети. Это говорит о подъеме заболеваемости, острыми респираторными заболеваниями. И говорит о том, что идет предэпидемическая ситуация, то есть рост заболеваемости ОРВИ. Но на сегодняшний день у нас не зарегистрировано случай гриппа, то есть клинических форм гриппа у нас нет. Несмотря на предэпидемическую ситуацию в городе, как утверждают специалисты, благодаря своевременному и массовому прививанию горожан от вирусных инфекций, иммунная прослойка населения в Сибае достаточно высокая – более 40%. Случаи заболевания гриппом, однако, возможны, но они будут единичными. Однако легкой формой этих заболеваний переболели уже многие сибайцы. У горожан свои методы борьбы с вирусами ОРВИ и гриппа. Проболела, перенесла, в принципе, легко, но прививку я не ставлю, так как у меня хроническое заболевание, я немножко тяжелее у меня проходит заболевание. И я решила не прививаться. А как лечитесь вообще? Антибиотики. Народные средства? Да, тоже. Все в куче. Высокая температура, целую неделю лежала. И до сих пор еще не могу отойти. Очень, но прививку не делала. А чем лечитесь обычно? Ну, что врач назначил, то и лечусь. Вы народные средства не признаете? Ну, тоже признаю, но не очень помогает. При высокой температуре не помогает. Берет то, что назначает врач. И чем лечитесь обычно? Как обычно, над картошкой парились. Ну, народная медицина признается. Да. Кашель, сопли, температуры не было. Нет, никто не болел. А вакцину делали? Да, делали. Всем. Мы с сыном нам делали. Вы каждый год делаете? Да. Как показала практика, люди, сделавшие прививку против гриппа, заболевают намного реже, чем непривитые граждане. Но помимо вакцинации нужно соблюдать еще определенные правила, чтобы не заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Необходимо по возможности избегать людных мест в период обострения ситуации, не контактировать с больными людьми, чаще мыть руки, хорошо проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, а также дезинфицировать дверные ручки. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.